Сегодня вспоминаем события, которые произошли 32 года назад. 1 ноября 1991 года декретом президента Джохара Дудаева Чеченская республика Ичкерия провозгласила независимость от России. Москва тогда не могла с этим смириться. После этого последовали две страшные кровопролитные войны против чеченского народа. Год назад, напомню, 18 октября украинский парламент принял постановление, которым признал Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией, а также осудил геноцид чеченского народа. Ну и мы понимаем, что действия России, Кремля – это ужасные действия. В свое время Джохар Дудаев называл их русизмом. В 1995 году он предупреждал, что Россия не остановится на Чечне и что Грузия и Украина будут следующими жертвами Москвы. Так и произошло. Сегодня сотни чеченских добровольцев воюют за свободу и независимость Украины. И мы говорим им огромное спасибо за это, за эту поддержку в борьбе Украины, за свое существование. И сегодня миллионы людей также не забывают слова Джохара Дудаева. Мы их тоже вспоминали уже неоднократно в нашем эфире. «Когда взойдет украинское солнце, Россия исчезнет». Ахмед, о чем сегодня вспоминаете и думаете вы? 1 ноября – это первый указ был подписан Джохаром Дудаевым, будучи в статусе президента. И он своим указом подтвердил выбор чеченского народа. А мы, чеченцы и чечено-ингушский народ, в то время уже год существовали как союзная республика, то есть как независимая суверенная республика, которая готовилась к подписанию нового союзного договора вместе с Россией, с Украиной и с другими союзными республиками. Я почему это подчеркиваю? Потому что в российской пропаганде очень сильно муссируется тема, что был мятежный генерал, который восстал против государства и провозгласил незаконно государственность, независимость чеченского государства. Это было совсем не так. Это все происходило в соответствии с существующими внутренними законодательствами. Это СССР. Тогда Верховный Совет СССР в 90-е годы принял два очень важных документа, вернее, закона, уравнивающие автономные республики с союзными республиками. И на основе вот этих двух документов, которые не противоречили международному принципу права народов на самоопределение, и было восстановлено чеченское государство. И был избран президент Джохар Дудаев. И он первым своим указом подтвердил волю чеченского народа. Так и формулировка гласит: подтверждая волю чеченского народа к независимости и к свободе, он подписал этот указ. И, конечно, для чеченцев это было огромное событие, это историческое событие, и мы это очень хорошо помним. Но в это время уже начались серьезные акции. То есть президент Ельцин попытался своим указом ввести чрезвычайное положение в Чеченской республике. Народ вышел на площади для того, чтобы отстоять и свою независимость, и поддержать первого законно избранного президента Джохара Дудаева. С этого времени практически у нас процесс шел восстановления, но, к большому сожалению, тогда мир нас не услышал, мир не услышал именно и Джохара Дудаева, который знал эту систему, который знал, к чему готовится Россия, не только для подавления независимости Чеченской республики от России. Россия тогда готовилась к реваншу, чтобы завоевать и восстановить СССР или Российскую империю, псевдодемократическую Российскую империю. Я думаю, что сегодня мир осознает, что и с кем мы тогда имели дело. И поэтому реакция сегодня международного сообщества и чеченцев, которые сегодня вместе с украинцами защищают свободу и независимость Украины, они борются не только за независимость и свободу Украины. Также, когда ваши добровольцы находились в Чечне, были одними из первых, которые прибыли нас поддержать, они тогда защищали не только Чеченскую республику, они защищали Украину. Они тоже понимали, что война придет сюда. И поэтому то, что мы сегодня говорим и вспоминаем эти события, да, безусловно, это печально. Очень печально, и мы потерпели очень большие жертвы, и чеченцы, и сегодня украинцы. Но в любом случае у нас есть перспективы и освободить Чеченскую республику, и освободить оккупированные территории Украины, и навсегда, навеки, вечно закончить с этим злом, всемирным злом, о котором говорил Джохар. И вот
солнце Украины, свободное солнце, я думаю, что это уже мы будем свидетелями этого. И Россия, как империя, она должна исчезнуть. В этом нет ни у кого, по-моему, уже никаких сомнений.